Транспорт, ТЭК, тарифное регулирование, торговля и информатизация, спад внутреннего и внешнего спроса, закрытие границ и снижение производственной и торговой активности. Прошлый год стал вызовом для экономики республики, отметил в своем докладе министр промышленности и цифрового развития, открывая итоговую коллегию. Так, по итогам 2020-го показатель индекса промышленности снизился почти на 2% по сравнению с 2019 годом из-за введения ограничительных мер. В сфере добычи полезных ископаемых и отрасли обрабатывающего производства также, к сожалению, наблюдалось снижение 93,8% к аналогичному периоду предыдущего года. Объем отгруженных товаров собственного производства также снизился на 2,7% и составил 6 миллиардов 807 миллионов рублей, из которых 1 821 миллион или 89% пришлось на обрабатывающее производство. Промышленность остается одной из важнейших отраслей экономики. На сегодняшний день она формирует до 10% валового продукта региона. Сейчас в Ингушетии функционирует более 600 средних и малых предприятий, на которых задействовано около 25 тысяч человек. А это порядка 14% трудоспособного населения. Поэтому в прошлом году среди основных задач было повышение индекса промышленности. Улучшение ситуации в промышленном секторе экономики. При непосредственном участии главы Республики Ингушетия была начата реанимация простаивающих промышленных предприятий. На базе двух бывших ГУПов российско-турецкая компания «Фелис Пеле» и компания «4 Бра» реализовывают инвестиционные проекты по организации обувного и швейного производства. Кроме того, в 2020 году в целях организации заемной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Ингушетия, была начата работа по созданию регионального фонда развития промышленности. Первый зампредседателя правительства Михаил Илезов отметил, что, несмотря на проводимую министерством работу, в транспортной отрасли в прошлом году наметился ряд проблем. Это снижение объема перевозок по всем видам транспорта на 31% по сравнению с 2019 годом. Отчитался об итогах деятельности и подведомственный министерству многофункциональный центр. Так, за прошлый год в МФЦ оказывали услуги в основном в дистанционном режиме из-за сложившейся эпидобстановки. В 2020-м центр предоставил порядка 240 тысяч услуг. Охват населения, благодаря тому, что мы создали более 10 центров, бизнес МФЦ, центры оказания услуг, открыты на базе Россельхозбанка, 24 центра отдельных территориальных подразделений. Охват составил у нас 90% населения. Всего, оказывается, 198 услуг, заключено порядка 100 соглашений на оказание услуг. Затронули на коллегии ряд задач, стоящих перед министерством на этот год. А приятной частью заседания стало награждение грамотами отличившихся сотрудников подведомственных организаций. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.